Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Как его? Джокер. Здравствуйте. Вы стример, да? Нет. Что я? Стример? Это кто Ну, в такой? Ютубе выставляете или что как? Нет, просто общаюсь. Вижу студия. Ко мне Это кто-то по Да, барабану. это балкон. Мне по барабану. Ну, Я зачем всегда общаетесь? говорю правду обо всем. О чем Где проживаете? Германия, Ганоя, Ну, а переехали откуда? Казахстана. Давно? Давно, в 2002 году. Да это недавно. Всего лишь 22 года. Пойдет 22 года, пойдет. Я знаю, люди с 91-го, 93-го переезжали. Ну, я знаю, это первый. Я последний, считай, был. Ну и как, не жалеете, нет? Ну, как бы сказать, Как есть. и да, и нет, и да, и нет. Ну, как бы вам сказать? Жалеть о чем? В Казахстане я был в этом году. В Казахстане сигареты курят нормально, а вы там что-то крутите. Да это нормально. Я всю жизнь кручу. Да ладно, что скажи, вы в Казахстане крутили сигареты? Не, ну 20 лет уже кручу, ну и что страшного. Ну как переехали, вот в лучшее место переехали, начали крутить. Логично. Не правда ли? А это что-то означает, что плохо живу? Ну, наверное. Бог ты мой. Я могу сигарет покупать. Какая проблема. Сколько у вас стоит? Только это дороговато, конечно. Ага, могу, ну дорого. Покупать. Ну сколько? Нет, подождите, давайте 5, так. 5 евро стоит у вас? Давайте так разберемся. Чтоб меня не подкалывать, давайте так. Я вас не подкалываю, ни в коем разе. Давайте так разберемся. Ну, да, дороговато. 5 евро стоит? Какой 5 евро? Откуда вы приехали? Я никуда 7 евро. 7 евро. Самый дешевый 7 евро. 700 рублей. Ну давайте так. У меня зарплаты. Сейчас мы живем вдвоем. С кем? Мне хватит и сигареты, я с женой живу. И мне хватит сигареты покупать, и мне останется 1000 еще останется. Давайте так. Подождите. Просто я плюс. Останется 1000 евро, то есть вы будете покупать сигареты, и 1000 евро вам останется на жизнь. И нет. Стоп. Давайте и так разберемся. Все это прожиточное дело. Я покупаю прожиточный минимум продукты и все, и мне все, я сигареты буду покупать за эту цену, мне еще останется 1000 евро. Я который могу отложить. Ну, понимаю. А у вас жилье купленное или... Нет, я снимаю 800 евро, ну и что? Вы до конца жизни будете его снимать? Да. А внукам что оставите? А я внукам собираю деньги, и я куплю им дом. И чё? А сколько дом стоит? У меня уже... дом больше 300 тысяч. А если будет строительство само... Подождите. Давайте мы посчитаем. Математика наука точная, она никогда не обманывает. У вас в месяц, с пенсии, да, я так понимаю, вы что, на пенсии уже? Нет, еще работаю. Как говорится, остается свободная 1000 евро, которую вы можете отложить. То есть за год получается 12 тысяч. Это сколько вам надо лет откладывать, чтобы вы внукам-то дом купили? А зачем? Подождите. Они же тоже кредит могут взять, а? Я какую-то сумму внесу. А выплачивать они сколько будут? Они будут? Да. Они, между прочим, дочка моя с этим немцем, они больше получают зарплаты, чем я. Ой, не лги, царю лжешь. И моя жена. Не сожалеете, что дочка с немцем, мы с ними как бы воевали как-то, нет? Почему это я должен сожалеть? Хороший немец. Он от тещи все сгребает и все жрет. И манты, и все.
О чем мне сожалеть? Он дочку уважает. Почему я должен сожалеть? А? Не, подождите. Вы нашу жизнь впрягаете, что вы... Да ни в коем разе. Вам хорошо, и слава... Да и хорошо вам, и слава богу. Не, ну, я вам тоже желаю всего хорошего. Но просто вы говорите, что мы... Я не говорю. Цены повысили. В этот год цены повысили. Я ж ни слова не сказал, что вы плохо живете. Ни слова я не сказал. А вы вот когда жили в СССР, там... Вы почитайте... У вас свой дом был? У вас свой дом был? Нет, у меня вот свой дом, ну, родительский дом был. Ну, вот вам родители оставили дом, так? Нет, когда мы ехали, родители со мной тоже уехали. Не, ну вот, ну вы жили в своем доме. Да. А сейчас вы живете в съемном жилье. Ну и что? 20 лет. Ну и что? Я сейчас работу потеряю, мне будет социал выплачивать этот дом. Ну и что? Не обидно за себя? Как и украинцы. Они приехали, я еще дешево получу за эту комнату. Потому что я давно в этом доме живу. Если съезжу, она на 200 евро будет дороже. Я, потому что я долго живу, 20 лет в этом доме. Они не могут мне надбавить. И что? Ну, я понял. А как вам жить на съемном жилье? Оно ж не свое, как в гостях. Оно ж... Ну и что? Потому что я поздно получил ФЭТ, как говорили ФЭТ, а Ангештельт это как поздно получил. А стоило вот это всего, вот этого движения? 20 лет были бы обратно на родине. Еще бы домик построили неплохой детям. Я был в Казахстане, стоило того. Ну, нет, вы не были в Казахстане. Я был в этом году, в прошлом году. А, ну как раз попали, когда там это перья подымали, по ушам дали и все устаканилось. В прошлом году. Да ладно, говорит. Не перед Новым годом, в Казахстане, у своего брата. В каком городе? Нет, я был летом. В Астане. И был в своей деревне, где я вырос. Я в Астане был, в Чимкенте был. Все нормально. Да, там красиво. Там шикарно. Зарабатывают. Да. Я в Астане вышел с окурком, курю в этот двор, где он живет. И мне стыдно было выбросить окурок, как дети выбрасывают. Потому что люди работают чисто, мне понравилось. Но... А там вы ссорите, да, короче? Там можно на улице окурок бросить, в Германии, да? Можно? Ну, это возможно, это как проблем. Ну, блин, но был колхозок, где я жил. Подожди, был колхозок, там нету сообщения, автобусного нету вообще мне. Ну, не надо мне рассказывать. Ну, давай, набери. Не надо кричать. Набери. Я отлично слышу. Набери, есть автобусное общение. Не надо ругаться матом. Есть. Ну, я же был. Нету. Я видел. Нету. Есть. Нету. Да есть. Нету. Как это нету, если есть? Где? Как где? Во всех городах. А под Атбасаром есть? Есть. Да ладно. Серьезно? Они заказывали машину, как-то смешно заказывать. Что ты гонишь? Если я родом оттуда. Гонят. Это вы я родом. Так вы уже переехали оттуда. 20 лет там не живете. Не были там давно. Не были. Ну и что? Ну был там. Да не были. Машину заказывал я. Покажите визу. Это мне что, паспорт есть? Я на даче у друга. Если бы я дома был, я тебе показал бы визу. А друг у вас откуда? С Одессы, блядь. Вот оно что, Михалыч. Я понял. Ты знаешь, ой, да, ты украинец. Да он россиянин, пророссийский. Он не верит, что я тебе на даче. Я верю. Он я не верю, что вы на даче. В Казахстане. Не верю. И что вы мне показываете? Я разговор вообще. Он не верит, что ваш Карифан был в Казахстане. У меня такие тут сказки рассказывают. Я был в Казахстане. В каком году? Он ухаживал за дачей моей. Не ругайся.
Вот по-русски он ты дурак, не блядь. забыл, как мать. Нет, я ж не беженец. Зачем мне быть дурачком? А ты хляпай, идиот, блядь. Ой, А хляпай, Подожди, аж стой. Два алкаша, ну их нахрен.